Участники колонны не только народные мастера, но и талантливые самородки, которые создают уникальные традиционные вещи. Студенты и члены национально-культурных объединений. На шествие съехались с 27 районов республики. Мероприятие давно переросло в устоявшийся бренд. Некоторые целенаправленно шили костюмы для участия. Сбылась моя мечта. 2 года непрерывной работы. Да, каждую стежку, каждую эту прямо по книжке, по этим. Впервые на этом шествии. Так, оказывается, нас много. И я очень рада, что развивается вот это движение наше якутское. Я очень горда, что я якутка. И Сахабын, мен Сахабын. Изумительные, фантастические. Первый раз, да, принимаю участие. И выставка 16 регионов, в которых участвовала. Я со своим бисероплетением, хвастаюсь вас, заняла 3-е призовое место. Мы вообще впервые участвуем в такой мероприятии большой, да, вот именно шествие в День народного мастера. И в этом году 50 лет нашему городу, району. Еще у нас будет Исых-Олонхо в этом году. И поэтому, конечно, подготовка очень большая. Самое большое мероприятие – это 80 лет победы в Великой Отечественной войне. У нас есть один единственный участник войны остался – это Валерий Михайлович Спиридонов, который недавно, буквально неделю назад, стал почетным гражданином Республики Саха-Якутия. Грандиозно, круто. Ну, вот так мы только смотрели видео всегда, а тут мы стали еще и участниками. Конечно, восторг. Традиционно представлено большое количество женской зимней одежды – плащей буктах-сон. С каждым годом ассортимент нарядов расширяется, стало больше детских и мужских нарядов. Раньше на шествии было мало мужских нарядов, и я принципиально решил, что моя задача шить только мужские костюмы и популяризировать их. И вот я шью на протяжении 10 лет. Так дорос до народного мастера. Сегодня представил 8 костюмов, вообще у меня их 10. 6 зимних, остальные летние. Одежда поразила искусным исполнением и многообразием национального колорита. Наряды пошиты из шкур волка, оленя, соболя, норки, енота, песца и других животных. Все украшено аксессуарами и ювелирными изделиями. Так участники шествия продемонстрировали не только национальные костюмы, но и все убранство. Традиционно шествие завершилось торжественным массовым осохоем. На кадрах один из этапов испытания ножа на остроту. Конкурсными изделиями разрезают медный прут, несколько слоев войлока, канат и дерева. За определенное время нужно нарезать как можно большее количество видов образцов. По итогу, после всех манипуляций, состояние ножа сверяют с исходной остротой. В этом жюри помогает хлопковая нить. Граммовка – это проверка остроты ножа. То есть нож проверяется сначала, там, допустим, отрезает, допустим, 5 грамм. Потом, после всех вот этих испытаний, нож проверяется снова. То есть, если там 7 грамм, то есть разница в 2 грамма. Там у кого-то больше. Вот там уже в конце проверяется, у кого нож остроту сохранил больше. То есть, у кого меньше разница, тот и лучше. Ну вот мы посмотрели то, что насколько острый нож до и после, да? Технику, что еще именно проверяется? Может, как-то сталь проверяется, что еще? Вот войлок, например. Почему именно войлок, а не что-нибудь другое? Войлок, он такой, как бы он из шерсти сделан, да? Он, вот эти микропила всегда есть на ножах, на острие. И вот эта микропила, она должна ее сохранять. А на войлоке вот эта микропила, она сходит. То есть, если она сходит, нож уже перестает резать. То есть, проверяется именно стойкость на удержание вот этой микропилы, например. И на канате то же самое. Если, допустим, микропила исчезает, человек уже канат резать не может, соответственно.
Никита Костромин родом из Усялданского улуса, села Танда. Занимается изготовлением ножей 2 года, но, несмотря на это, одержал ряд побед, в том числе на международных соревнованиях. У меня в корнях есть свои кузнецы, но века 3 никого не было, потом что-то вот появилось такое желание заниматься железом. Я сам по себе самоучка, но опытом мы всегда с мастерами обмениваемся всегда. Со своими, кто по соседству и часто на соревнованиях. Обмен опытом ключевое значение имеет. Например, я как самоучка, я же много чего не знал, а между собой обмениваясь опытом, я достиг таких-то результатов. Конкурс именно на остроту традиционного якутского универсального ножа проводится впервые. Всего на соревнования съехались около 60 мастеров из 16 районов республики. Самый дальний улус у нас Оленюкский. Представители из Оленюкского улуса были. Но самые активные это Татинский район, Мегино-Кангаласский из Горного улуса. И вчера жюри рассматривало работы лучший клинок из кричной руды и лучший клинок художественного оформления. Поступили очень красивые работы. Наши мастера умеют не только изготавливать ножи, но и как предметы даже искусства можно оценивать некоторые работы. Участники отметили высокую организованность испытаний. В состав жюри вошли народные мастера, члены Союза кузнецов республики и изготовители международного класса. После показательных испытаний кузнецами, изготовляющими самые острые универсальные ножи, стали Николай Костромин, Александр Михайлов и Семен Томский. Дарья Козлова более 10 лет обучает желающих шитью декоративных чепраков. Якутский чепрак – это основной элемент парадного конского убранства. В декоративном исполнении он служит оберегом в жилище и украшением интерьера. Для изготовления ковра используется традиционное лоскутное шитье с кантированием. Такой вид рукоделия, что можно тут очень много фантазий, очень много создавать разные рисунки. Например, я люблю тут использовать именно растительные цвета нашего окружающей среды, потому что тут обычно обладает, например, в моем эскизе особенно этот зеленые. А зеленые цвета у нас, это растительные цвета очень много. Они могут быть разные. Тут есть, даже здесь видно, что тут несколько видов зеленого цвета, а красный цвет надо чуть-чуть воздерживаться, чтобы не обладало. Андра Иванова – ученица Дарьи Семеновны. Когда-то и она с самых азов изучала секреты и нюансы традиционного лоскутного шитья. Теперь и сама передает мастерство. У меня почти 20 изделий есть почти. На этом я сперва пришла здесь учиться, вообще ничего, никак не могла шить, как они это лоскутное шитье делают, вообще не знала. И я в выставке Светланы Ивановны Петровой я встретила Дарью Семеновну, и с ними и так следующего месяца уже занимались, сколько там групп уже создавалось. И когда мы уже занимались, из-за этого я очень люблю этим лоскутным заняться. Каждый день я сижу 2-3 часа. Что это вам дает? Какие-то эмоции? Возможно, это ваше какое-то душное хобби, страсть? Мне это дает, что я познаю свою национальную шитью. И когда я все делаю, хочу, чтобы я это кончил, свое это изделие, и хочу смотреть, как это выглядит. Поэтому я каждый день сижу после 3-4 часа дома. А есть ли у вас желание передать это следующему поколению? Ну, конечно. Возможно, вы уже кого-то учите, своих родных? Да, у меня я с села Чуя, это Мегино-Кангаласского. У меня есть там 5-6 человек. Учу, пока
конечно, они учатся. На других площадках мастера демонстрируют и другие техники создания аксессуаров. Лариса Тавакалова создает нагрудное украшение – оберег из керамики. Мастер из Усялданского улуса Ольга Томская демонстрирует технику традиционного плетения косоплетки из конского волоса Салама Ситите. А мастерица из Булунского района Екатерина Никитина подробно рассказывает о значении цветов бисера на головной повязке дербехи. Свою миссию видит в том, чтобы обучить как можно больше людей прикладному искусству. Передать поколению свое мастерство, свои таланты. Я, например, научилась шить от матери. Мама моя тоже мастерица была. И моя мама тоже была мастерица Матрена. По отцовской линии Эбе. По матери Эвенкика. И поэтому у нас красный тюгасил, наше это по племени делятся. Наше племя называется красный тюгасил. И наши эти корни Эвен Батантая по отцовской линии, а по матери Кущур Бамурский. Поскольку мы кочевой народ, это весна, осень, лето, вот так, это символ солнца. Вот так. Ну, у нас яркое должно все. Как отмечают мастера, для того, чтобы обучиться традиционному шитью, не обязательно иметь определенный талант и особенные навыки. Необходима усидчивость, а главное – желание сохранить, познать историю народа и хотеть ее транслировать.